Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24. С вами Петр Цыпандин. Как видите, мы находимся в ресторане «Просекко бар». И к нам сегодня пришла руководитель Республиканского амбулаторного центра онкологической помощи, врач-онколог Елена Николаевна Александрова. Елена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Да, спасибо, что приняли наше приглашение принять участие в нашем кулинарном проекте, который мы называем «Кулинарное ток-шоу». И чем вы к нам сегодня пожаловались, что будете готовить? Сегодня я буду готовить наше фирменное печенье, которое мы готовим дома. Вернее, я готовлю для своих любимых. Так, Называются эти печенья кешины печеньки. Кешины? Да. Так, в честь кого-то? Это я для мужа делаю эти печеньки. Мужа Кеши живут? Да. Как Накиньте зовут. Как мило, да. А откуда рецепт? Откуда... Вообще рецепт этого печенья перешел к нам от моей бабушки. Да? Моя бабушка очень любила печь, в том числе очень вкусно пекла булочки сдобные. На тот момент они назывались плюшками, сдобными плюшками. Так. Плюшки, я помню, да. было у Карлсона. Да, да. Ага, да. Затем, значит, мама моя переделала рецепт. Это были уже печенюшки, уже не сдобные. Назывались плюшками. В нашем детстве мама нам готовила плюшки. В детстве моих детей, то есть когда они были поменьше, они назывались все еще плюшками. Так. Затем именно имя печенья немножко менялось, а на сегодняшний день это кешины печеньки. Кешины печеньки. Да. Ну, согласитесь, что мы все родом из детства, да? Где-то вот такие детские эти воспоминания. Самое время начинать. Начинаем. Да, давайте. Что начнем. вы делаете? Расскажите немножко вообще суть. Для начала мы подготовимся, все-таки мы должны какие-то санитарные правила сегодня соблюдать, потому что мы готовим для людей. Так, перчатки. Перчатки обязательно. Сметана, яйца, творог, да? Масло. Сначала мы берем творог. Берем обычный творог, самый обычный творог, мягкий творог. Берем самый лучший продукт, это сливочное масло. Самый лучший продукт. Его реабилитировали? Да. Так. Я очень люблю сливочное масло в любом виде и использую при готовке часто? При готовке очень часто. Практически во всех блюдах у меня присутствует сливочное масло. Также самый любимый продукт – это яйцо. Без яйца никак. 2 яйца. Кладем 2 яйца. Один из самых полезных продуктов считается, да. По-моему, да? Яйцо. Да. Куриное. Обязательно. Так, нам уже не нужно. Да, нам уже не нужно. Ну, без сахара никак. Я кладу примерно 4 столовые ложки сахара. Ну, это примерно. Кому послаще, кому не сладкое тесто. На самом деле это тесто, скажем так, универсальное. Это тесто можно использовать при приготовлении различных блюд, в том числе пирожков. Даже так. Опять же, зависит, как раскатаешь это тесто. Да? Это чайная ложка соли. Так. Давайте мы все положим тут, в принципе. Так. И обязательно кефир. Кефир, я думал сметана. Сода. Вот сметана вон там. Соду мы гасим обязательно кефиром. Вот тут чайная ложка соды. Подготовили специально, да? Да. И гасим обязательно соду. Я не использую разрыхлители и так далее. Я обычную советскую соду использую. Видите, появились пузырьки. Она уже все, вот, да, пошла. Сода гасится. Все это добавляем в наше тесто. Самое главное, хорошо наше тесто взбить вначале, чтобы творог весь практически растворился в тесте. Хорошо размешалось, чтобы... Да. Ну, если смотреть по ингредиентам, печенье на самом деле очень должно быть полезное, да? В содержании у нас творог, любой творог, сливочное масло натуральное, яйца, сахар. Вы говорите полезно, я вас сразу схвачу за язык. Как врач наверняка или вообще слышали, что такое ПП. ПП в последнее время у нас у всех на устах, к сожалению, в зубах застряло. Как вы к этому относитесь? Вы говорите часто полезное. Так. Ну, для каждой хозяйки, для каждого человека, да, ПП
как бы оно отличается, да, каждый человек для себя составляет свой рацион, скажем, да, полезный именно ему. Даже, слышали, да, вот даже по группе крови распределяют, да, допустим, кто-то мясоед, кто-то наоборот, там может позволить себе углеводы, кто-то может молочку может кушать, кому-то молочка не идет и так далее. Поэтому у каждого на самом деле индивидуально. Нельзя сказать, что обязательно вот так вот должно быть. Да? Поэтому каждая хозяйка, исходя из предпочтений своей семьи, может составить свое правильное питание. Ну, то есть вы все-таки следите? Конечно, сижу. Я живу на свете практически полвека и высоты своих лет. И большую половину вот этой жизни я на правильном питании. Ну то есть даже когда это было еще не мейнстрим, когда это было не модой, вы уже, скажем так, соблюдали, да, получается? Ну, не секрет, я в детстве была пухленьким ребенком. Да ладно? Да, я как всегда была пухленьким ребенком. То есть вы склонны полнотельную, то есть, получается, с помощью питания? Вообще, в детстве мои родители, бабушка, дедушка старались меня хорошо кормить. Это всегда так, да. Поэтому я была пухленьким ребенком в школе. Тем более в деревне, вы же из деревни. То есть, как бы... Лишний вес был, но он не в таком вот, да, в количестве, но лишний вес всегда присутствовал. Так. После того, как я закончила школу, поступила уже в мединститут, когда я уже, как сказать, выписалась из родительского дома, да, я уже стала питаться, как мне нравится, да, допустим. То есть, как бы это, ограничения резко упали? Да. Тогда, помните, появились вот эти вот модные батончики Марс, Сникерс. Господи, да, конечно, это же страшно вкусно было. Плюс вот эти запрещенные, как бы, плиточный шоколад. И у меня, не знаю, не план, а вот было вот такое, что съесть обязательно в день один батончик там или одну плитку. Да, и благо вот эти появились ларьки, да. Потом, переходя дорогу, я заметила, что я не вижу зебру из-за своих щек. Вот тогда я задумалась, почему так случилось, почему я набрала вес. Даже было время, в одни из каникул, я не пошла на встречу одноклассников. Почему? Потому что я себе не нравилась в зеркале. Да ладно, ну то есть такое тоже было, да? Ну то есть тогда взяли ноги в руки? Ну тогда я уже задумалась, почему так. Потом, что же такое, типа, да? Да. Ну, я же была студентом-медиком, интересовалась, читала литературу и для себя разработала питание, да, свое питание и достаточно быстро скинула вес. С помощью только питания? Да. Или спортзал? В спортзал я не ходила. Не было времени просто, да, у студентов-медиков вообще нет времени ни на что. Да. Физкультура, в принципе, да. То есть можно сделать вывод, что даже не убивая себя в спортзале, с помощью питания можно регулировать. В общем, я скинула вес, на что родители очень удивились, потому что достаточно быстро скинула вес. Папа приехал даже специально, чтобы меня обследовать. Обследовали всю с ног до головы. Оказалось, я практически здоровая. Мы подумали, что резкая смена, как бы, да. Потом вес нормализовался, и этот вес я... Вы мне можете помочь? Вот так, да? И вот так. Спасибо. Так. И вот вес нормализовался, и с тех пор я практически в одном весе живу. Ну, то есть только с помощью питания? Да. Хотя склонны, как вы сами признаетесь, склонны? Ну, я думаю, что склонна. На самом деле я не знаю, склонна я или не склонна, потому что детская припухлость, наверное, присутствует практически у всех, наверное, да, но все-таки, наверное, я склонна к полноте. Вот, мы немножко вперед забежали, потому что у нас первая рубрика обычно называлась «Визитка» небольшая. Вы уже рассказали, да, что учились на мединституте, но я всегда знаю, что врачи – это, скажем так, очень серьезный осознанный выбор. Даже же, ну то есть случайных людей врачей не бывает. Ну то есть взять и, скажем так, аутсорсить себя и сказать, ну вот я сегодня предприниматель, завтрашнего дня врач, но скорее всего не получится. Как в вашем случае было? Как вы приняли решение стать врачом? Ну, у каждого ребенка, да, в детстве есть свои мечты. Да, да. Кто-то мечтает... Обычно космонавтом, летчиком. Обычно космонавтом, да, учителем, врачом. Ну, на самом деле, не часто девочки мечтают стать на самом деле. Так как у нас семья
Ну, скажем, мама у меня учительница, дедушка учитель, папа врач, бабушка медсестра, со стороны папы тетя врач, у деда брат врач. В общем, выбор либо врач, либо такая династия, да? Учитель. Ага. Почему-то вот испокон, ну, все думали, что обязательно либо врачом, либо учителем. Ну, тогда и выбора особого не было, наверное, да? Так. Вот. Но у каждой девочки была своя мечта, наверное. Да, я тоже мечтала. Я хотела стать актрисой, но все-таки попала в медицину. Папа был не настроен на это, да, чтобы он не хотел, чтобы я... Ну, он хотел, чтобы я была врачом. Так. Вот. И я вот так и пришла. И вы поступили сразу? Поступила после школы сразу. Тесто готово. Так. Так вкусно пахнет. Да. Творогом. Я вообще люблю тесто. Когда я работаю с тестом, у меня руки пахнут моей бабушкой. Ну вот я про это и говорю, что мы все родом из детства же, да? Да. Какие-то такие ассоциативные памяти. Тесто должно постоять. Так, отдохнуть. Отдохнуть чуть-чуть. Обычно накрывает? Чуть-чуть. Закрываем крышкой, и тесто стоит где-то, ну, в моем случае, где-то полчаса. Ну, иногда 15 минут. Какую-то паузу возьмем, да? Ну вот, итак, наше тесто постояло, отдохнуло, подошло. Ингредиенты друг к другу привыкли, ну, да, познакомились. У нас любит говорить наш Семен, которого сегодня нет. Теперь мы должны раскатать печенюшки наши. Печенье очень простые, делаются очень быстро. Обычно дети очень любят лепить эти печеньки. Самостоятельно? Да. Формы всякие разные передавать, да, наверное? Ну, форма она одна, испокон веков она одна, поэтому форма не меняется, меняется только рецепт. Вот. Ну, мы сделаем, наверное, покрупнее, чтобы... Ну, смотрите сами, как. Чтобы... Я тоже очень большой любитель печенья. В зависимости от как раскатать тесто, вкус тоже меняется. Интересно, да, вроде тесто одно, а как раскатаешь, какую форму сделаешь, от этого вкус тоже меняется на самом деле. Мы из этого теста можем сделать тоненькие печеньки. Можем в виде пряничков сделать из этого теста. Ну, а сегодня я сделаю наши вот... Анна-скахалачка. Да, традиционные печеньки. Плетенки, да, кажется, собираетесь делать? Раньше они назывались у нас почему-то плюшками, а сейчас... вот так. А сейчас это модный синабон. Кешины печеньки. Все. Вот так закатываете, и потом они чуть-чуть поднимутся, да? Чуть-чуть. Они должны подняться, не чуть-чуть, они хорошо должны подняться. Ну то есть надо будет какое-то расстояние соблюсти, чтобы конечно же, готовить. Дать им возможность. Да, все зависит на самом деле от настроения. С каким настроением будешь готовить, так оно и будет. Кстати, да, многие говорят, что настроение очень важно. С плохим настроением, говорят, лучше не готовить. Да. Итак, насчет вашего выбора, да. Все-таки вы решили стать врачом, где учились, что, как все шло? Выросла я, родилась я в городе Якутске, выросла в Сунтаре, закончила Сунтарскую среднюю школу номер 1 в 92 году. В тот же год я поступила в медицинский институт, закончила медицинский институт в 99 году, и с тех пор я в онкологическом диспансере. Да, как происходит специализация врачей? Ну, то есть каким-то образом же выбирается? Ну, почему я выбрала онкологию, почему я выбрала онкологию? На тот момент мне казалось, что это очень интересный раздел медицины, да? В то время химиотерапия развивалась, начинала развиваться, появлялись новые препараты, людей действительно излечивали, даже в то время. Обратите внимание. Поэтому мне показалось, что, став онкологом, непосредственно химиотерапевтом, я принесу больше пользы для нашего общества. Вот поэтому я стала... И вы, получается, уже четверть века именно в этой отрасли? Да. Ну, то есть в этом направлении, скажем так, да? Можете развеять? Ну, просто, знаете как, рак – это, скажем так,
не шутки, да? И многие говорят, что если поставлен диагноз, это чуть ли не приговор. Можете развеять какие-то мифы, что-то вот такое? Ну, на самом деле, да, ну, на самом деле, сейчас как вообще на самом деле? Со всех средств массовой информации и так далее, тем более вот в преддверии Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями, да, который 4 февраля, да. Будет звучать «рак не приговор». Рак не приговор. Да. Ну, именно вот... На самом деле это так и есть. Рак на самом деле не приговор. Все зависит от того, когда мы выявим этот рак, на какой стадии мы выявим, как будем лечить. Поэтому рак не приговор на самом деле. Ну что тогда важно очень? Мне кажется, самое главное – ранняя диагностика. Конечно, для этого мы все сейчас и работаем. Созданы, я думаю, создаются все условия, чтобы мы могли, несмотря на свои особенности региона, да, большие территории, с наименьшим населением, со своим транспортной схемой, со своей, да, логистика тяжелая очень, да, ну, то есть большие у нас да, территории, несмотря на это, мы имеем возможность выявлять раки на ранних стадиях. А что есть рак на ранней стадии? Конечно же, это заболевание, которое можно вылечить полностью. Полностью. На ранних стадиях рак излечим. Ну, если же мы уже выявили рак на более поздних стадиях, мы тоже лечим. Наша цель, задача превратить это заболевание в хроническое заболевание. Такое, как сахарный диабет, например, какая-то сердечно-сосудистая патология. И с этим заболеванием пациент на той терапии, которую мы назначим, может жить годами, десятилетиями может жить. Ну да, есть случаи. Есть. Ну, то есть в любом случае же ведется некая статистика, да? Ну, вот количество, допустим, рака последние годы, ну вот вы работаете, она растет или нет? Ну, статистика, она из года в год примерно одинаковая. Конечно же, идет некоторый рост, да, но я думаю, это связано все-таки с возможностями сегодняшней медицины, когда мы можем хорошо выявлять, проводить должное обследование, да, поэтому мы выявляем больше на самом деле. Да, то есть на ранней стадии появляется. Ну, то есть тут очень большим подспорьем является вот онкопоиск, да, такая специальная программа. Да. Я потому что уже сам прохожу, ну, я не знаю, да, по-моему, лет 7 или 6 назад. Ну, вот программа «Онкопоиск», она работает достаточно давно, с 2019 года. Там, значит, мы анкетируем население на наличие самых форм рака, которые наиболее распространенные в нашем регионе. Да? Это рак легкого, рак молочной железы, печени, кишечника, рак шейки матки. И человек, любой человек, может спокойно зайти на этот сайт, пройти анкетирование и получить результат. Те люди, которые войдут в группу риска, они должны подвергнуться более детальному обследованию. И на основе вот этого детального обследования уже мы можем выявить наличие рака. На сегодняшний день более 30 тысяч человек прошли анкетирование и выявили... То есть даже анкетирование можно узнать по неким симптомам, которые сам человек у себя выявляет, это описывает, да? Да. Потом болезнь же, ну ладно, это онкопоиск, есть еще акция «Мамино здоровье». Да. Также наши врачи... Мужское здоровье. Мужское здоровье. Наши врачи, есть такое понятие онкодесант, наши врачи выезжают в районы ежегодно, порядка 13 районов, 13-14 районов посещают. Выезжает онколог, гинеколог, УЗИ-специалист, эндоскопист, и на местах в районах мы можем... У вас складно получилось? Вы специально так ровно? Теперь мы идем к нашей печке. Мы зовем нашего помощника, мы показываем вообще, что у нас вообще вот у нас получилось, и отдаем в духовку 180 градусов, скорее всего. На 180 градусов, ну посмотрим, в зависимости, печки разные бывают, где-то минут 20-25, может. Вот так, да? Итак, мы пришли к выводу, что самое главное – это ранняя диагностика. Какие еще мероприятия проводятся в вашем центре? В нашем центре много мероприятий проводится. Благодаря национальному проекту, который у нас работал с 2019 года по 2024 год, да,
здравоохранения. У нас проведено много мероприятий, в том числе организованы центры амбулаторной онкологической помощи по районам и в городских поликлиниках. Существовало 18 центров амбулаторных. С этого года у нас произошла реорганизация. Ранее эти центры они были организованы на базе центральных районных больниц, на базе поликлиник городских, и они были созданы для того, чтобы пациент мог получить полный объем медицинской помощи, в том числе это диагностика, лекарственное лечение и диспансерное наблюдение в течение всей своей жизни. Ну, в течение этого 5 лет созданы были, ну, постепенно, не сразу все, постепенно были созданы эти ЦАОПы, и на работе этих ЦАОПов мы увидели свои плюсы и минусы, и в этом году у нас немножко произошла реорганизация. Эти центры онкологической помощи теперь уже относятся к онкологическому диспансеру, то есть они стали нашими филиалами. Тем самым, ну, я думаю, работа упростится, потому что это будет обеспечено тем путем, что пациенты, любые пациенты, допустим, городские пациенты будут обследоваться на базе онкологического центра нового, да, где мы имеем возможность исследовать наших пациентов на новой аппаратуре. Также по обеспечению лекарственными препаратами будут положительные эффекты. Да? Допустим, в дальний район мы будем увозить препараты без проблем. Допустим, обеспечение будет уже стопроцентное для наших пациентов, которые живут именно в тех районах, где существует центр амбулаторной онкологической помощи. А как вообще вероятность выявления рака? Насколько вообще это сложно, просто, вообще как? Может ли быть такое, что вот, ну, не смогли это диагностировать или как? Ну, как вообще диагностируется? На самом деле, да, человек сам является хозяином своего организма. Да? Здоровье, да. Он тоже должен думать о своем здоровье. Не только вот государство, медики, там, мама или папа, там кто-то... И не возраст ни в коем случае, самое главное. Человек, Потому что многие говорят, что я же молодой, и вот так и ходят, да. Любое заболевание, в том числе рак, да, имеет свои симптомы. Да? Ну, тем более рак, он развивается же не сразу. Он может развиться на основе каких-то хронических заболеваний и так далее. Да? Каждый человек должен знать свою наследственность. Опять-таки, да. Генеалогическое дерево свое должен знать, в том числе, ну, примерно хотя бы должен знать, кто чем болел из предков. Примерно, примерно. В школе, я знаю, в начальных классах, задание по предмету, по одному из предметов есть задание, да, сделать свое генеалогическое дерево. Да. Почему бы не сделать именно генеалогическое дерево по здоровью? Да. Да? Кстати, хорошая идея, да. Поэтому, ну, в принципе, каждый человек примерно знает это на самом деле. Конечно, да. Ага. Также у каждого человека есть своя участковая больница, свой участковый терапевт, к которому он может обратиться. Диспансеризация у нас ежегодная диспансеризация есть, по возрасту ежегодная, есть. Да. С какого-то года я сейчас, например, каждый год хожу. Да. Поэтому, если мы сегодня говорим о здоровом питании, конечно же, от здорового питания зависит многое. На самом деле человек есть то, что он вкушает на самом деле. Да? Если он будет питаться неполезными продуктами, консервантами всякими вот этими, да, конечно же, у него вероятность заболеть раком желудочно-кишечного тракта возрастает. Поэтому питание – это совсем немаловажно. Да. Чем мы сейчас питаем своих детей, да, кормим своих детей? Это рафинированные продукты, это неполезные продукты, чипсы, кола и так далее. Не секрет, каждый ребенок любит, да? Поэтому это все надо ограничивать, тем более продажу в школах, это все надо ограничивать. В нашем детстве мы питались все-таки здоровой пищей. У нас же не было вот такого доступа ко всему вот этому, да? Еда готовилась дома, мамами, бабушками, здоровая. Да. Поэтому мы более-менее такие, скажем, люди нашего поколения, мы все-таки, думаю, более здоровее, чем поколение наших детей. Соглашусь, да. А в последнее время набирает, скажем так, популярность такое направление, как психосоматика.
даже, да? Вы верите в это? Психосоматика, конечно. Да, ну то есть у каждой болезни своя психосоматика. Диабет, значит, ты вот такой-то. Рак – это, говорят, обида. Внутри что-то такое. Вы верите вообще в это? И вообще, насколько есть корреляция вот с этими моментами? Ну, психосоматика, конечно же, сейчас, модно стало, да, все. Да, модно стало, да, говорят, все болезни да, от нервов, да. Если да. я все время обидчивый, какой-то затаил обиду, это рано или поздно перерастает в рак. Ну, в целом, неудовлетворенность своей жизнью, неудовлетворенность не обязательно в психологическом плане, да, неудовлетворенность, допустим, в питании. Если, допустим, человек питаться будет одним и тем же продуктом, у него все равно организм будет неудовлетворенный, да? Ну, да. Он будет требовать другие витамины, какие-то другие составляющие, да, вот так же вот весь организм работает, допустим, да, но психосоматика, конечно же, это есть везде, в любом заболевании есть своя, если порыться поглубже. Ну да, да. Но, диагностика кармы, да, ну, например. Но сильно в эту сторону уходить тоже не стоит. Эзотерика такая, из области, да. Нет, ну я говорю, как вы, как практикующий врач, вы как к этому относитесь? Ну, я спокойно отношусь. Я не могу сказать ни да, ни нет, но это, конечно же, все равно имеет место быть. Место быть, да. А как вы относитесь к тем, что, ну вот, вы представитель традиционной медицины. Кроме того, есть нетрадиционная медицина, да, которая, ну, скажем так, где-то, может быть, помочь и иметь какие-то свои успехи. Есть еще вообще народные целители, есть шаманы, удаганы, наши вот рядом ходят. Вы к этому как относитесь, как врач традиционной медицины, представитель, скажем так? Я отношусь к этому спокойно. Спокойно. Да, испокон веков были и целители, и шаманы были, да. Они несли свою пользу, да, кому-то несли все равно. А так пользу. Раньше было это чуть ли не единственное было, да? Раньше, в то время, когда не было лекарств, да, когда не было никакой диагностики, люди жили за счет вот этих шаманов, буквально целителей. 100 лет назад это было. Да. Сегодня у нас более, уже другие возможности. Мы, скажем так, живем в цивилизованном обществе, которое мы так называем. Но, тем не менее, люди этому верят. Вера для человека, конечно же, важная составляющая, поэтому я никак не могу сказать, что это нет, не надо и так далее. Я это не могу сказать. Я спокойно отношусь ко всем целителям, к шаманам и так далее. Значит, это тоже имеет место быть? Ну, думаю, имеет место быть. Да. Давайте поговорим про вашу работу. Ну вот вы говорите, что 25 лет, четверть века работаете, но, скорее всего, не стали же в первый день сразу руководителем. Как вообще развивалась ваша трудовая деятельность? Как можно за 25 лет стать руководителем целого центра? И какие у вас обязанности, вот сейчас? В 1999 году, как я уже сказала, я пришла в онкологический диспансер, разговаривала с главным врачом, Розалией Ильиничной Ивановой, на тот момент главный врач была. И она мне сказала: Леночка, уже в скором будущем, через 5-7 лет построят новый онкологический диспансер. Я очень обрадовалась, наметила свои планы, мечты, прошли годы. И вот в 2024 году, если быть точнее, 5 февраля 2024 года, мы переехали в наш новый дом, наш онкологический центр. До этого мы работали в разных условиях, работали в начале, когда я пришла, на тот момент диспансер был на Свердлова, в здании КПД приспособленном, пятиэтажное КПД, и мы вот там, это был онкологический диспансер, где проводилось... Скажем так, ютились. Где проводились Учитывая то, что у вас бывало, какие у вас сейчас площади? Работало 250 человек в этом здании. 250 человек. Проводились и хирургические методы лечения, и химиотерапия проводилась. Ну, радиология у нас была в другом здании, но вот в этом здании, в здании КПД, мы работали многие года. В 2017 году Арсений Сергеевич принял меры, и мы арендовали здание Якутской городской больницы. Конечно, условия улучшились, появились возможности, расширилась структура диспансера, появились новые отделения. С 2024 года, то есть с февраля 2024 года мы практически уже на другом уровне, скажем так. Вот.
Далее, значит, в 2024 году я уехала в ординатуру, училась на базе онкологического центра имени Николая Николаевича Петрова в Санкт-Петербурге. Окончила в 2004 году, приехала обратно, работала до 2012 года врачом-химиотерапевтом отделения химиотерапии. А затем, значит, с 2012 года по 2019 год заведовала поликлиническим отделением. И с 2019 года затем, значит, заведовала дневным стационаром химиотерапии. И с января этого года я руководитель центров амбулаторной онкологической помощи. Вы прошли практически все, скажем так, ступени от врача, вот, от стажера чуть ли не так, да? Да. Круто. Также я являюсь 15 лет уже председателем правкома с 2009 года. Еще и общественница. Да, вот. Вау. Наконец-то мы взяли паузу, друзья, и нам принесли наши плюшки печенье. С пылу с жару. С пылу с жару, да. Ну, посмотрите, да. Запах стоит. Просто обалденный. Такой, какой и чай нужен. нам поднесли. Да, давайте мы начнем. Начинаем наше пиршество с нашими печенюшками, кешенными печенюшками. Да, очень вкусными. Сегодня они у меня получились вообще замечательные. Мне кажется, просто обалденно получилось. Ну, по крайней мере, выглядит просто суперски. Запах в студии стоит. Я люблю иногда шутить. Динахудук. Динахудук. Да. Вот. Так, давайте поставим, чтобы будет. Вот. Да. Ну, посмотрите, полюбуйтесь, да. Шикардосина просто. Да. Давайте нальем чай. Какой мощный чай. Чай тоже такой, какой должен быть, да? Да, как в натуре. Да. Да, держите чай. Спасибо. Ну что ж, давайте пробовать. Давайте пробовать. Пахнут. Вот так они и должны пахнуть вот по-деревенски. Без всяких ванилинов. Прямо натуральными продуктами. Елена Николаевна, бомба просто. Правда? Спасибо. Очень вкусно. Да. В последнее время все время нападаю на сладкое. Так что это вообще моя тема. Здорово. Спасибо. Ну что, давайте продолжать кушать. У нас немножко времени еще остается. Мы вот как раз снимаем передачу накануне 4 февраля, Всемирный день борьбы против рака. Какие мероприятия планируются? Основные. Каждый год, 4 февраля, это Всемирный день борьбы против рака, да? И из года в год, каждый год мы напоминаем о себе, напоминаем, что проблема все-таки существует, продолжает существовать. В этом нам помогают средства массовой информации, общественности. Мы привлекаем также общественность и проводим свои мероприятия. Что будет в этом году? В этом году у нас запланированы выходы, средства массовой информации, это, конечно, выезды в школы с беседами с обучающимися. Также дни открытых дверей, это по всей республике, в центральных районных больницах будут дни открытых дверей. Также у нас продолжается акция наша «Онкопоиск. Мамино здоровье». Она все время идет, да? Она у нас все время идет. И 8-го... А я думал, какое-то время там... Нет, она все время. Лично все время идет. Да, любой вот видите, я не знаю. Друзья, все время. Все время. Через сайт Онкопоиск РФ любой человек может зайти, пройти анкетирование, и на основе этого анкетирования он попадет в ту или иную группу. Если он попадет в группу риска, он должен будет пройти обследование. Мы записываем его на обследование. И сколько там вопросов и насколько они сложные? Я насколько помню, там вопросов не так много, очень такие адекватные
адекватные, такие понятные вопросы, на которые можно то есть вообще не сложно. Я имею в виду, да. что пожилые часто жалуются: ой, я на сайт не зайду, я там... Нет, это... допустим, моя мама так говорит. Очень просто. Очень просто все. Конечно же, для совсем пожилых понадобится помощь, тех же внуков, детей, знакомых, поэтому, пожалуйста, я привлекаю всех жителей нашей республики обратить внимание на свое здоровье и пройти анкетирование на сайте Онкопоиск.рф. И, значит, еще какие мероприятия? Да? 8 февраля у нас будет День открытых дверей. Также обследование будет проводиться по предварительной записи. Вот. Также ежегодно, накануне недели борьбы с раком, буквально сегодня наша команда выехала в Среднеколымский район. Тоже там будут осматривать население. Вот такие у нас мероприятия. Вы говорили, что ваш супруг Иннокентий тоже врач. Да. Дети, скорее всего, тоже будут врачами или как? Или уже? Мой супруг врач, мало того, его родители тоже врачи. И я очень хочу, чтобы мои дети, не все, дети тоже стали врачами. Очень хочу. И внуки. То есть, скажем так, продолжается уже такая семейная династия. Да. Можно подумать, что вечером вы собираетесь за семейным ужином. О чем вы разговариваете? Не о болезнях же, наверное, только? Очень часто о болезнях в том числе. В том числе, то есть всегда же присутствует такая некая профдеформация, так называемая же, да? На самом деле, это шутка, да, о болезнях мы стараемся не разговаривать. Мы с мужем разговариваем либо о детях, в последнее время все чаще разговариваем о своих питомцах. Вы собак держите? У меня есть хобби, у меня раньше было много хобби, в том числе шитье, вязание и так далее, но сейчас сильно времени нет, поэтому у меня хобби осталось одно, это я заводчик, скажем, йоркширских терьеров. Это вот такие финтифлюшки? Да. У меня в доме живут 2 малыша, оба чемпионы России. В 2023 году у нас потомство было. Даже такие у меня малыши дома. А как вы отдыхаете в те короткие времена, когда вам удается? Какой вы предпочитаете вы? Конечно же, отдых это вместе стараемся проводить вместе с семьей. Не всегда получается с детьми, но мы с мужем всегда вместе. А в последнее время мы полюбили рыбалку. Мой рекорд это щука почти 5-килограммовая. Да ладно, да. Повезло, можно сказать, да. Или просто вы уже настолько наловчились? Настолько я рыбак, что я могу сказать, что 5 килограммов щуки вот такого размера. Да, поздравляю тогда вам. Ну что ж, Николаевна, подсказывает, что наше эфирное время, к сожалению, заканчивается. Спасибо вам огромное за беседу, за очень вкусные плюшки. Мы обязательно их за эфиром доедим, я даже домой возьму обязательно. И у нас такая добрая традиция, пожалуйста, на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Я хочу пожелать дорогим телезрителям здоровья и вкушать полезную и вкусную пищу. А я еще расскажу, что у нас сегодня в гостях была руководитель Республиканского амбулаторного центра онкологической помощи, врач-онколог Елена Николаевна Александрова. Елена Николаевна, еще раз вам огромное спасибо за интересную беседу, за очень вкусные плюшки. А, друзья, мы на этом с вами прощаемся. Будьте здоровы и, как мы говорим, ешьте всегда просто вкусно. Будьте здоровы, друзья.